Видео пожарного в обледенелой форме, который много часов на морозе тушил пожар и пытался снять пояс, стало вирусным. Оно разошлось по всему миру и набрало более 14 миллионов просмотров в социальных сетях. Но вот пользователи не знают имени этого героя, а моему коллеге Тамерлану Тлеубаеву удалось с ним встретиться. Не думал огнеборец, что очередной выезд на пожар сделает его и коллег настоящими звездами соцсетей. Кстати, зовут героя Арман Айкынбеков. Он спасатель пожарной части номер 34 Акмолинской области. Родился в Карагандинской, а сейчас живет в селе Кабанбай-Батыра Целиноградского района. События этого дня Арман помнит отчетливо. 13 декабря в 4 часа утра были на вызове. Вызволяли человека из машины после ДТП. И в это время новый звонок из диспетчерской. Горит двухэтажное здание в городе Косша. Через час уже приехали на место ЧП. Мороз был 40 с лишним. Тушили очаг возгорания более 5 часов. От брызг воды у всех пожарных форма покрылась корками льда. Но, как говорит сам Арман, этого не заметили. Изнутри всем было жарко, работы много, пожар сложный. Была только одна мысль – побыстрее его потушить. Подъехали к посту, и в этот момент мы даже не ожидали то, что боевая одежда там промерзла. В этом месте мне помогал командир отделения снять боевую одежду. Там на видео, как видно. И в этот момент нас всегда подбадривает наш водитель. А это водитель и он же автор завирусившегося ролика Серик Буршахбай. Его задача – безопасно доставить личный состав, обеспечить подачу огнетушащих веществ и морально поддерживать коллег. По словам Серика, писали видео для себя, на внимание и не рассчитывали. К слову, видеофиксация у пожарных – обычное дело. И вот почему. Пересмотр этих видео, бывает иногда мы выявляем свои недостатки на следующие моменты, когда работаем на следующих выездах, работаем еще сложнее, уже идет гибкая работа, и с каждым разом мы показываем свой профессионализм, повышаем свои навыки. Камеры заледенели, температура экстремально низкая, почти 40 градусов. В ход пошел сотовый телефон. Кстати, позитива огнеборцам не занимать. Работаем с 5 утра, горячего чая нету. Я лично сам, когда после пожаров особенно, люблю их подбодрить, ребята что-то устали, да, смотрю, и так далее, или что-то выглядишь как робокоп, или как сейчас ты обледенел, как терминатор, бронированный стал. Когда происходит огласка, получается, и показывают работу ребят, это, конечно, приятно. И действительно, когда подчеркивают то, что они рискуют жизнями. Пользователи сетей оценили по достоинству труд спасателей и пишут им слова благодарности в комментариях, называя парней настоящими героями. Но сами пожарные таковыми себя не считают. Это наша работа, отвечают они, девиз которой «Живем одну жизнь, а спасти надо тысячи». Тамерлан Тлеубаев, Алихан Сатылган, Жибек Жола.